В этот момент у Дворцовой площади проходит концерт, в котором принимают участие звезды российской эстрады. И, конечно же, открыл этот концерт губернатор Ленинградской области. Он выступил и поздравил всех выпускников с тем, что впереди у них светлое, хорошее будущее. После того, как этот концерт завершится, здесь, Троицкого моста, мы начнем наблюдать за тем, как БРИК будет приближаться к Дворцовой площади. Там же он развернется, и это все будет сопровождаться пиротехническим шоу. Ну и, конечно же, музыкальное сопровождение будет играть камерный оркестр, который уже начинает потихонечку свою работу. Ни у кого в мире нет такого праздника. Санкт-Петербург в эту волшебную ночь дарит самый волшебный мост, самую романтичную набережную и самую красивую площадь. Алые паруса, конечно, самый, наверное, крутой праздник, потому что, корабль, это ж мечта, это, как все, как писалось в книге прямо. В этом году с алыми парусами связаны сразу 3 юбилея. 320 лет назад был основан Санкт-Петербург. Век назад Александр Грин опубликовал свою повесть про Ассоль и Грея. И, наконец, 55 лет назад состоялся первый праздник выпускников в Ленинграде, положивший начало этой прекрасной традиции. Все это, конечно, располагало к тому, что шоу 2023 будет особенным, еще более красочным, впечатляющим и ярким, чем прежде. Так и получилось. Но вдобавок оно оказалось еще и самым концептуальным. Главными темами вечера стали связь времен и вечные ценности. Концерт объединил рок-легенду Чайф и звезд нового поколения, хотя и последние исполнили некоторые хиты прошлого века. А мизансцены театрализованной части шоу дали возможность каждому зрителю совершить путешествие во времени и вернуться в 1968 год. Название каждого номера соответствовало определенной временной эпохе – 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, нулевые и наши дни. Представление в акватории Невы напомнило, что любовь к родине актуальна во все времена. Все в детстве читали одну из самых романтичных повестей Александра Грина «Алые паруса». Девочки в роли Ассоль мечтали о капитане Грее, а мальчишки ассоциировали с ним себя. И только в Петербурге можно опять очутиться в этой сказке и своими глазами увидеть фрегат с настоящими алыми парусами. И вот под залпы салютов алый парус вошел в створку Троицкого моста, проследовал вдоль Дворцовой набережной, затем завершил разворот. Именно в этот момент тысячи выпускников по всей стране загадали желание, которое обязательно исполнится. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре. Приглашение на «Алые паруса» в этом году получили около 60 тысяч петербургских выпускников и около 10 тысяч выпускников из других регионов России. Почетными гостями праздника стали 430 выпускников из городов ДНР, включая Мариуполь. Сарик Врасхеля, Давид Авицба, Абхазское телевидение.